В Краснодаре завершилась работа обучающего семинара международного грантового конкурса «Православная инициатива». В нем приняли участие региональные координаторы Южного и Северокавказского федерального округов. По слову митрополита Исидора, само название конкурса «Православная инициатива» подчеркивает, что церковь должна все смелее и активнее выходить за пределы церковной ограды и не бояться входить во все стороны общественной жизни. От этого зависит, каково будет наше общество завтра, какие ценности будут исповедовать наши дети. Молебен на начало всякого доброго дела предварил работу обучающего семинара конкурса «Православная инициатива». Богослужение совершил референт митрополита архимандрит Трифон Плотников. Со священнослужителями молились и участники семинара, которые съехались в Краснодар из 5 митрополий Юга России. Участниками обучающего семинара конкурса «Православная инициатива», проходившего в актовом зале Екатеринодарской семинарии, стали 25 человек. Архимандрит Трифон зачитал приветственное слово митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Приветственное слово митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия зачитал специалист контрольно-аналитической службы Управления делами Московской Патриархии Андрей Прильков. Конкурс «Православная инициатива» существует 3 года и направлен на то, чтобы помочь церкви реализовывать свои задачи в области социального, образовательного, миссионерского и молодежного служения. Слушателями семинара в Краснодаре стали координаторы конкурса, руководители социальных отделов епархий Южного и Северокавказского федеральных округов. Программа семинара составлена таким образом, чтобы епархиальные координаторы за 2 дня смогли познакомиться с новыми материалами и тенденциями в области привлечения средств на церковные проекты. Последнее для многих пока непривычно, но у этого конкурса уже есть проекты-победители, в том числе и в Краснодарской митрополии. Победителям конкурса вручили памятные дипломы и подарки. В рамках конкурса «Православная инициатива» реализуются и проекты, несущие общественную помощь. К примеру, Свято-Троицкий храм города Горячий Ключ в этом году выиграл грант за свой проект «И заповедь, и сердце, и любовь». Главная задача – это развитие общества сестер милосердия. Наши труженицы трудятся при больнице, на дому посещают людей больных, одиноких. Это направление Центра «Жизнь», который работает при женской консультации и помогает женщинам принять правильные решения в трудные такие жизненные минуты, рожать ребеночка или нет. Ну и 3 направление этого проекта – это городские наши праздники. Среди участников семинара были и представители совсем молодых епархий. Им еще предстоит налаживать в своих приходах социальное служение. Масштабных проектов у них еще нет, но священнослужители-энтузиасты творят добрые дела по зову сердца. Единственное, за это время пока что именно новое возникло, это при храме Святаго Вавафрова. Священник организовал кормление бездомных людей. То есть люди приходят в их субботу-воскресенье, и специальные контейнеры им накладывают пищу, и они могут покушать. И также священник, он, правда, конечно, давно этим занимается, ритуальные услуги. То есть он получается, у него православная ритуальная служба, помогает в похоронах, там, если человеку нет возможности оплатить гроб, венки, потому что крест, и помогает также сохранить человека. В обучающий семинар конкурса «Православная инициатива» войдут ряд лекций и мастер-классов, цель которых – помочь епархиальным координаторам в разработке проектов и подаче заявок на гранты. Ведь грамотно поданная заявка – залог успеха реализации того или иного церковного проекта, а значит и успеха церковной миссии, от которой во многом зависит то, каким будет наше общество завтра.